Речные наследия Хангаласского района отметили 50-летний юбилей совхоза «50 лет октября» совместным эссехом. Торжества прошли близ села Кердем 2-го Жимконского наслега. Почетными гостями были ветераны, отдавшие немало сил и лет родному совхозу. На мероприятии побывал и наш корреспондент Виолетта Засимова. В совхозе 50 лет октября трудились рабочие 3 наслегов долины Самыртай Хангаласского улуса. Это 1-й Жимконский, 2-й Жимконский и Кочекатский наслеги. Центральная усадьба совхоза располагалась в селе Кердем 2-го Жимконского наслега, поэтому именно здесь было решено провести юбилейный эссех. В советские годы в тогда еще Орджоникидзевском районе всего было 7 совхозов. Одним из самых передовых предприятий с высокими показателями считался совхоз 50 лет октября. На примере вот это у меня есть показатели по надою молока Красноречейского и Кочекатского отделения за июль месяц 1978 год. Кочекатское отделение совхоза 50 лет октября надоило 2 тонны 652 килограмма молока, а Красноречейское отделение 1 тонну 971 литр. Это очень много. Сейчас, мне кажется, такие цифры в деревнях не получается. У нас было 5000 голов крупного рогатого скота, более 2000 лошадей и более 3000 гектаров земли. Праздник был выдержан в стиле 60-х, 70-х годов. Повсюду виднелись растяжки и плакаты с советскими лозунгами. Была развернута тематическая выставка с различными предметами тех лет. А изюминкой праздника стало театрализованное представление, подготовленное артистами Кердемского народного театра. Хотели передать атмосферу той эпохи, можно сказать. И чтобы старики наши, ветераны, вспомнили молодость вот из-за этого. К слову, глава 2-го Жимконского наслега Александр Константинов начинал свою трудовую деятельность именно в совхозе 50 лет октября простым разнорабочим. В разные годы директорами работали Михаил Варламов, Афанасий Константинов, Николай Трофимов и другие. Сейчас трудовым наследием совхоза являются успешно функционирующие сельхозкооперативы «Самартай» в 1-м Жимконе, «Сайды» во 2-м Жимконе и «Хачекат» в Кочекатцах. Виолетта Засимова, Алексей Дьяконов, Хангаласский улус.